محمد ترويحات وقتها كلها وترخوة الحاس ديريزن главный редактор российского телевидения. Так, خندان أخته إسامه. Так, شهر كنا نيجي نتقل так, شو وهو هالودي يصير حوالينا كل حاجة نيجي مولش. так, شيء فمي إسامه يروح. так, شو ماشي ده دقيت تيجي شدين شاقيت ناس لتين داعين أرلوتي جبنا تحقيم так хотите шанохти около саката мечичен так мы приветствуем вас на чеченской земле. Как вы себя чувствуете в Чечне? Спасибо. Я когда зашел с трапа, посмотрел, как люди танцуют, улыбаются. Вообще говорят, что у чеченцев не принято плакать, а я заплакал. Понимаете? Потому что, во-первых, от того, что воздух, от того, что люди, от того, что ты приезжаешь туда, откуда когда-то приехал твой отец. Понимаете? А как можно себя чувствовать, когда ты возвращаешься домой? Хотя я должен сказать, что я в Чечне в первый раз в жизни. Но я этому абсолютно чрезвычайно рад. И должен сказать, что я рад, что я приехал тогда, когда там, откуда вот мы сейчас все приехали, так много говорят и не очень хорошего. Я хочу своими глазами сам увидеть, чтобы потом всем рассказать, что здесь люди танцуют и смеются. Мы надеемся, что вы уедете еще с большими хорошими впечатлениями. Программашка yine vojizna hiru sabolcha dagwa vuqarna sabolchana sanwa desen bay Mahmudna sana hara yukhir voy shu gerger dolsh bosh ama tosko ağlayıştık khidu hara birezin Vladimir qında noqchi xilli noqchi u Allah hinsa volshu aqish tutwa famili qındeg oluyor famili İslamov Hurş meçabahı yodamu qasna volod şadüsürdü ama sonha etluqşda kudu tasur da'goç tasur toqda toqsur taqında devirri deşe yolçturdu hırı hoqana dav tasur daqna tayç sozamyu Otto Sozani hoş das esna. Tak her surt konna deger disna do yoga dikko an hajlas no. Tak tagana yoga dagayter hundu ashi surt na haus var hundu ashi khana اسم با محمود وضع الشقاش دزديش سجاح وتياتر يحضروا فلاديمير بريد إسلام قم جرجرنا وضع بيتش بول يشتك به شيء سانا شيء جرجستك كروارو يدق خصيتر هذا تخون شو خصيتر تا سونا سن جرجرشان ميل خصيتر شو اسم با محمودنا سر اشتاقيتر لنا اشتدنا هو تاقيتش قان اشتجرجرنا وش بول شو خصيتر هذا شيء وقت خبر أذوق شو المخ وحياة شاندينا المخ دونا بعد خير دونا شيء ديم وقت بكر دونا ألا إيش دونا تيجسد وكروك دونا أنت ما أردون ده شيء كنت دولش خد إيسبه أمر شولش كان تولش تردو أما أقول أقول كودو أشي شيء ده هواي دونا كرولو شو قال شيء ده هواي كرولو جرجلو ليوش شو Sun я вот это дальше. Володя, я хочу, чтобы ты рассказал, вот что ты знаешь о своем отце, когда вы расстались, где вы жили, когда были с отцом, где ты родился, и где ты жил после. Я просто добавлю на чеченском еще несколько слов. Хара жим волш, что она шел веритал шарахи цокуи. Google دقيقة ناس دونا داخل ودين داويجن خلا رسي سجاح وغن ديفيج بتاع بغشي صار هر قنانا دل دونا إيش ليه بنا نخشى قلبين قين وقر تقدو
Теперь, пожалуйста. Спасибо большое. Если, Алексей, вы позволите, то я не с себя начну, а просто поделюсь теми впечатлениями, которые я испытываю вот эти несколько часов, что я нахожусь на земле, которая является землей моих предков, моей родиной. Вы знаете, я просто от эмоций, я переполнен. Единственное, поэтому будет немножко бессвязно. Это где и когда проблема и радость одного человека, я имею в виду себя, могла занять таких высокопоставленных людей, вот, с которыми я нахожусь рядом. И моя проблема, о которой сказал Эсамбаев, это, собственно, и не проблема, это часть моей жизни. Она могла, в принципе, так и остаться, и моей частью жизни. И вдруг она стала центром внимания. Я за это вам чрезвычайно признателен. И думаю, что только в такой стране, которая с гордостью является моей родиной, я почему-то так думаю, можно вот в принципе окунуться в такое внимание. Хотя я нахожу ответ, честно говоря, вот на все это происходящее. Рядом с великим человеком, каким является Эсамбаев, и ради которого, собственно, я и приехал сегодня из Москвы сюда, могут происходить такие фантастические вещи. Когда вице-президент занимается проблемой обыкновенного человека, своего гостя, но тем не менее. Гость — это необыкновенный человек. Да, спасибо. Да, я пока, извините, да, я пока еще, так сказать, к законам Чечни не привык, но теперь я буду привыкать. Причем делать буду я это с удовольствием. Спасибо вам большое, спасибо огромное Махмуду Эсамбаеву за приглашение. Но теперь буквально, да, действительно, вот 37 лет назад, вероятно, был сделан этот снимок, который вы показывали. Судя по всему, он был где-то в Казахстане, там, где наш народ жил не по своей, так сказать, воле. Историю чеченцы, эту печальную историю, или ее часть они знают, вероятно, очень хорошо. Город Аркалык, Тургайская область. Там моя мама, русская, познакомилась с моим отцом, чеченцем. Но, в общем, судьба ведь посылает нас по своей долине независимо от нашего желания, и путь определяет, тоже не спрашиваясь нашим согласием. Но вот так случилось, так произошло, что 37 лет назад я появился на свет, но с папой своим я не встречался, хотя, конечно же, как всякий уже взрослый мужчина, и, наверное, как тем более чеченец, должен знать, кто его папа, должен увидеться с ним, дай Бог, чтобы он был жив, дай Бог, чтобы вот этот снимок, это единственное, что у меня есть, что-нибудь, сказать, смог прояснить и чем-нибудь смог помочь. Честно говоря, я не очень надеюсь, но, повторяю, сегодня происходят такие необыкновенные вещи с самого утра. И прилет в Чечню, и вместо выстрелов, о которых рассказывают у нас в Москве, я слышал звуки музыкальных инструментов, я слышал смех, как люди радуются жизни, как они встречают гостей. Для них это самое главное и важное, действительно, вы сказали, гость необыкновенный человек. И что самым главным событием, наверное, для чеченского народа сегодня, я так хотел бы надеяться, является то, что, вот, или, по крайней мере, жителей Грозного, то, что сюда приехал великий Эсамбаев, величайший артист и человек всех времен и народов, счастье, рядом с которым находиться мне вот выпало. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но, повторяю, это очень мое личное дело. Спасибо вам огромное за то, что вы... Где мать жила после этого? Где ты воспитывал? Моя мама геолог, и мы жили в Казахстане, я жил в... После того, как тебя увезли от... Я жил всегда в Орловской области. В Орловской области. Так что была тетя, которая меня воспитывала, что отец даже туда приезжал. Пусть он это помнит, да, сказал. Давайте еще раз покажем. Давайте пока еще раз крупным планом снимок.
Dik tidam bay, hara waktu dah usun Islamau, Володя Давуа. Да. Сегодня сказал кто-то, что я на него похож. Да, это даже определили, вот этот человек точно на него похож. Даже мы не сказали, кто из Да. них это. Стало быть. Да, признают сразу. Оған тхаздик tidam bay, он гергана қана қосақ дәлші театря. Душын қосақ дәлі şu adakçı fonde xayatçandı onu. Fergan to şu da doğru kun xazaq yeterdi. Fer tahaş onu. Kun holish. Amalsa don şu evsele ödmüş diyeş gergel diyeşte geldi. Идухшин да это было. Володя, я тебе желаю найти Спасибо. своих родственников. Это был бы самый большой подарок. Да, дяди, тети и Да. всех остальных. Я бы этому был чрезвычайно рад. И спасибо большое. Вот еще одна Мы такая будем не деталь. менее рады. Ага, спасибо. Одна такая очень важная деталь для человека, который является и русским, и чеченцем. Я совсем недавно вернулся с международного фестиваля в Белоруссии. Я обратил внимание, как белорусы, которые много лет говорили по-русски принципиально не говорят. Я понял все-таки, каково величие чеченского народа, что он продолжает говорить по-русски, несмотря ни на что. И русский, и чеченский язык – это язык великих народов. Спасибо вам большое за это. И извините, что я не смог по-чеченски, но я знаю одно слово – дигду. Хорошо. Пусть Да. нам всем будет хорошо. Да, пусть нам будет дикдо. Да, спасибо. Он наверняка сидел и смотрел эти же эфиры и Да. видел вас, Да. но еще не знал, что вы его сын. А совсем скоро он узнает. Как? Судьба, потому что это был очень близкий канун, неделя до того, как началась первая война чеченская. Великий мой учитель Махмуд Эсамбаев, учитель по жизни и в профессии, отмечал 70-летие. Все готовились до того, как заварушка началась. А когда нужно было туда ехать, там отметить, отказались все до одного артиста, кто давал согласие. Понятно. Только я говорю: Махмуд Али Султанович, а поедем? Он говорит: поедем, сынок, покажем. И все, началась подготовка. Все ему интервью, он говорит: что вы меня спрашиваете? Вы спросите, и вот этого Березина спросите, он тоже чеченец. Он вдруг сказал в эфире, там, телевидение, Он что сказал, вы чеченец. потому Да, что на Гродненском, ну, эфир. Да, потому что я ему показывал фотографию, мы же собирались, я Да, говорю: да. ой, Махмуд Али Султанович, а я тоже чеченец. Он говорит: слушай, ты на себя в зеркало смотрел? Похож ты на чеченца. Я говорю: вот мой фотография маленькая, я говорю: вот мой папа. Давайте посмотрим, у нас есть это видео. Я появился на свет, но с папой своим я не встречался, хотя, конечно же, как всякий уже взрослый мужчина, и, наверное, как тем более чеченец, должен знать, кто его папа, должен увидеться с ним, дай Бог, чтобы он был жив, дай Бог, чтобы вот этот снимок, это единственное, что у меня есть, что-нибудь, смог прояснить и чем-нибудь смог помочь. Честно говоря, я не очень надеюсь, но, повторяю, сегодня происходят такие необыкновенные вещи с самого утра. Это очень мое личное дело. Спасибо вам огромное за то, что вы... Итак, один телеэфир, вот этот самый телеэфир, изменил всю вашу жизнь, изменил жизнь вашего папы. В этом эфире Махмуд Эсамбаев подтолкнул вас показать фотографию вашего отца. А, кстати, откуда она у вас? Это когда-то мама дала фотографию тете и сказала: ну, ты ему ничего не говори, пусть он знает, кто его отец все-таки. Мало ли как в жизни сложится. И тетя, моя маманя, она эту фотографию хранила и отдала мне в 10 классе, только показала. И я вот с ней всегда в паспорте ее хранил, как будто бы догадывался, что придет тот час и та минута, когда нужно эту фотографию будет показать.
Это чисто случайно, я думаю. Я так думаю, хотя теперь я уже в случайности не верю. Это закономерность. И, кстати, этой фотографии больше нет. Иногда все родственники спрашивают, где она. Я оставил ее отца, а дом в войне разбомбили, все сгорело. Ваш отец увидел, у него был включен Да. телевизор в этот момент. Это тоже, понимаете, судьба. Как отец рассказывает, он как раз что-то показывали, передачу, он слушал, говорит, шел выключить телевизор, нажать кнопку. Ну все, хватит, пора Да. спать. Уже было поздно. Я, говорит, подхожу к телевизору и вижу свою фотографию. Так. Выключил телевизор, всю ночь не спал, а в 5 утра разбудил всех братьев. Тогда все 5 ко мне в гостиницу в 9-10 утра, а мне надо вечером концерту Махмуда бы поспать. Ду-ду-ду. Кто там? Откройте, пожалуйста, это ваши братья приехали. Я подумал, попал я, так теперь и будет. Открываю, говорит, вы знаете, вот мы ваши братья, давайте поедем домой. И вот это слово, помню всегда и смысл этого слова, когда им сказал, давайте поедем, одевайтесь, поехали домой. Я вышел, приехал, пошел к ним, вся родня моя, а навстречу идет отец. Сердце ёкнуло, конечно, но 35 лет ожидания и представления о том, как могло бы это быть, не рисовало мне эту картину. Ну, заходи домой. Сидят все братья, сестра, племянники, все сидят, замерли и не понимают, что делать. И только их мама и бабушка, моя 3-я мама, села рядом, взяла руку, гладит и говорит те самые слова: «Сыночек мой, сыночек, ты домой вернулся». А вы в тот момент, это было действительно обретение семьи, вы вообще понимали, вы верили в то, что с вами происходит? Я в эти минуты не верил все равно, но когда отец говорит, ты, наверное, не веришь, я говорю, верю, но сомневаюсь. Он сказал мне, знаешь, как твою маму зовут? Так. Я говорю, интересно. А, Он говорит, Шура. Шура. Все. Они стали вашей семьей? Да. Какой семьей, которая заботилась и заботится. Каждый из них всегда звонил и звонит. Тогда у вас появился этот кинжал, да? Это Отец примерно подарил. в это время, да, он сказал, когда все сказали, запомни навсегда, ты рядом с нами, мы рядом с тобой в любые времена. А еще у отца дома изумительная ряженка. Извините, что я так настойчиво ее вспоминаю, но вкусно. Боря, я понимаю, что ты мне оставляешь возможность к этому добавить. Да, чеченки умеют готовить, а к этому джиджик гелныш – это мясо с галушками. Ты, конечно, помнишь. Ой-ой-ой, остановимся, А, Владимир это ж- Александрович. Здесь дальше начинается